Аб подзвігах мінулага расказваюць тыя, каму будаваць будучыню. Юныя даследчыкі прэзентуюць гісторыі абаронцаў айчыны, чые імёны носяць іх навучальныя установы. Алена Бацюк разам з аднакласніцамі падрыхтавала апавяданне пра заснавальніцу музея сваёй школы Клару Рэзнікаву. Ветэран прайшла фронтовыми дорогами от Сталинграда до Вены. Конечно, меня восхищает ее жизненный путь, потому что она прошла очень тяжелую жизнь, повидала очень много чего, но, несмотря на это, она осталась той же девушкой, со своей добротой, со своей заботой, так как она после войны пошла учителем белорусского языка и литературы. У детей формируется живой интерес к своей истории. При помощи таких сайтов, как «Подвиг народа» и «Память народа», мы изучали историю их родственников, и ребята с такой гордостью осознавали, что именно их прадедушка являлся участником войны, за какие подвиги он был награжден. И в их глазах появлялась такая гордость и интерес к тому, вот как это было, почему это важно помнить. Аматарам загадак прапанавалі прайсці квест-гульню «Арсенал перамогі». Удзельнікі павінны былі адказаць на пытанні пра экспанаты і праверыць веды па ваеннай гісторыі. Сёння гісторыя Гомельшчыны літаральна ажывае. Пакуль увесь горад рыхтуецца да сну, тут на вуліцы Пушкіна высаджваецца сапраўдны інтэлектуальны дэсант. Галоўная задача наведвальнікаў – разгадаць таямніцы музея. Акцыя працягнулася да позняга вечара, каб кожны мог дакрануцца да гераічнай спадчыны рэгіёна. Такія фарматы робяць гісторыю зразумелай і блізкай для моладзі, ператвараючы сухія факты ў жывыя эмоцыі і гонар за сваю краіну. Мне очень понравились вертолеты, танки. И я поучаствовал в квесте. Было весело. Часто посещаем и выставки различные музейные, и мемориальные комплексы. В Брестской крепости мы были несколько раз, на линии Сталина, в Хатыни, почти везде уже. Даже Аня у нас с 3 лет, она путешествует по всем, мы прививаем ей любовь к истории, к тому, для чему мы сейчас живем и радуемся, и учимся хорошо в школе. Поэтому это та история, та часть нашей жизни, без которой, конечно, не было бы будущего. Очень интересно узнать историю Гомеля, историю Беларуси, как она создавалась, потому что, как уже моя мама сказала, без этого не было бы будущего. Поход в музей с ребенком – это наш первый. Мы очень волновались и переживали. Первая реакция была «я не пойду, мне не интересно», но мы пришли сюда, и она сразу в восторге, начала все рассматривать, спрашивать и интересоваться. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось? Мне очень понравился музей. На гэтым ноч у музеі ваеннай славы не заканчваецца. 29 мая ў 19:00 гасцей сустрэнуць на партызанскай крынічцы. У гасцей будзе магчымасць адчуць сабе удзельнікамі боевого отряда. Выполнять всевозможные задания. Опять же, все, что делали партизаны во время Великой Отечественной войны, то есть разгадывать шифрограммы, носить оружие, перекатывать пушки, разжигать костер. В конце все это закончится, конечно, угощением солдатской каши, праздничным салютом. И единственное, что хочется отметить, впервые мы сделаем Ночь музеев международную. Мы ждем коллег из Брянского краеведческого музея. Они везут к нам выставку, они везут нам свой интерактив. Усяго ў нашым рэгіёне дзейнічаюць 24 музеі. Кожны рыхтуе сваю унікальную праграму ночы. Галоўная мэта арганізатараў – паказаць сучасны патэнцыял музеяў і прыцягнуць моладзь да вывучэння гісторыі і мастацтва. Алеся Федарцова, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».